Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, надо признать, что мы с вами живем в той реальности и признаем эту реальность, когда хорошим человеком мы считаем того, который и себя, собственно, таковыми считаем. Когда мы не делаем зла, немотивированно, скажем так. Я как человек, исповедующий периодически, слышу иногда и такие вещи, как что кается человек в том, что он там слишком много зла вот какого-то совершает или какого-то гнева имеет, немотивированного, не имеющего оснований. Из чего следует, что если основания такие есть, то это вполне уместно, нормально и, собственно, естественно для человека. И мы считаемся хорошими, себя самих считаем хорошими, вполне достойными людьми, когда мы в ответ на добро делаем добро. Не просто промолчим, так сказать, это уже не очень хорошо. А вот если в ответ на добро, это все уже достойно и замечательно. И вот на таком уровне, если остаться, то мы должны признать, что мы очень сильно отстаем от того, что говорит Евангелие, что говорит сам Господь. Потому что то, что мы слышали сегодня из его Нагорной проповеди, из 5 главы Евангелия от Матфея, совершенно запредельный дает уровень. Он нас старается выдвинуть совершенно в другую область. И в пример он ставит не кого-нибудь, а самого Отца Небесного, который посылает солнечные лучи или дожди и на праведных, и на злых, дает возможность жить в этом мире и пользоваться этим миром, благами этого мира абсолютно всем разным людям. Порой, когда сталкиваешься с неверующим человеком, почти главное, может быть, обвинение Богу звучит в том, что почему Он не покарает тех, кто творит зло, тот, кто в этом мире делает что-то нехорошее, и это лучшие, так сказать, из лучших в этом мире, кто имеет такие претензии к Богу, почему Он не молнии не спошлет с неба или вот какие-то другие катаклизмы, хотя, мне кажется, катаклизмов хватает того, что происходит. Опять же, правда, они зацепляют не только тех, кто безобразничает, но и всех. Так устроен этот мир. И жаловаться на это совершенно невозможно, потому что Господь нам говорит, а вот в этом именно мире попробуйте стать немножечко другим. Потому что когда все замечательно, когда все хорошо, когда кругом такие добрые, улыбающиеся люди, которые только и пытаются тебе что-то хорошее сделать, сразу какой-нибудь фильм «Утопия» такая представляется, где там вот так, а потом посмотришь немножечко дальше и видишь, а не все так просто там. А вот тут косяк, тут где-то червоточина, и тут все не так-то просто, и вообще все это на уколах пишется, понимаете? И вот такими манипуляциями Господь не занимается. Он предлагает человеку быть свободным в несвободном мире. Он дает такой дар быть свободным в этом, свободным от гнева, свободным от зла, свободным от осуждения, от мести, в конце концов. Потому что если посмотреть на современную такую культуру, если вообще это можно назвать культурой, ну такую массовую культуру, вот, то месть это вообще сладостное ощущение, когда она совершается, конечно, когда она удалась. Это просто вот восстановление справедливости. Но ведь Господь не говорит о справедливости. Господь говорит о милости, о милосердии, о любви. Он говорит, возлюбите врагов ваших. Это не значит, что врага нужно тут же причислить к друзьям. Это совсем разные вещи. Он останется врагом. Но если к врагу есть любовь, то это чувство будет двигать тобой
тобою и определять твои поступки. Да, возможно, вы противники, возможно, вы соперничаете в чем-то, но это не означает, что врагу нужно делать гадости. Это не означает, что когда ты победишь, не дай Бог, ты сможешь вознестись над ним и, так сказать, втоптать его в грязь или еще что-нибудь, потому что этот враг остается человеком, остается созданием Божьим, и тем, на кого изливает Господь эти капли дождя и солнечный свет и так далее. В общем, все эти вещи, которые мы сегодня слышали, трудно разложить, конечно, по полочкам и сказать, это означает то-то, это означает вот так-то. Но это прекрасный повод каждому из нас, вновь и вновь их прочитав, задуматься о собственной жизни и о собственном отношении к соседу, к тому, кто тебя подрезал на дороге, к тому, кто тебе нечаянно какую-нибудь там сделал гадость, а может и специально, и так далее. Не гадости мы, собственно, оцениваем. Мы оцениваем человека, мы выбираем отношение к человеку. Потому что, да, гадостям нужно противостоять и их ограничивать, потому что они не только нас касаются, но и многих других людей. Но самое главное – это то чувство, из которого мы это совершаем, какой-то поступок в отношении другого человека. Та точка, из которой мы направляем свои мысли, действия, это точка любви или это точка ненависти, точка осуждения или точка прощения. Не признание правоты, а прощение – это совсем разные вещи. Вот если мы сможем эти моменты как-то различить в своей жизни, то это будет уже много. Это значит, что мы сможем совершить какие-то усилия или, по крайней мере, попросить у Бога, чтобы Он нам помог в этом направлении двинуться. Потому что совершенно явно собственных сил, чтобы такие вещи совершить, у нас никогда не хватит. Поэтому вся надежда, упование наше на Бога не только на словах, но и в каждой нашей мысли, в каждом нашем деле, потому что без Бога мы ничто и никакого воскресения нам не светит. Он наш Спаситель, Он наша надежда, Он тот, на которого стоит взирать, как Он предложил в Писании, взирать на Сына Человеческого, как на медного змея взирал народ израильской пустыни, чтобы избавиться от смерти, от укусов змей. Только так, взирая на Христа, мы тоже избавимся от смерти, которая рядом в этом мире всегда. Не в буквальном только смысле, хотя и сейчас она довольно часто залетает даже в наш Санкт-Петербург. А той смерти, которая где-то внутри всегда, как искажение жизни, как то, что все время нас направляет совершенно в другую сторону, лаская и приукрашивая этот путь, потому что так действует лукавый этими манипуляциями и обманом. А Господь честно и открыто предлагает нам жизнь. Аминь.